Накенапа пенсионерка. Ее пенсия на данный момент составляет примерно 6 тысяч сомов. Прожить на эти деньги не представляется возможным, сетует она. Единственный ее доход – это пенсия, а она мизерная. Как прожить на эти деньги сейчас? Например, депутаты, которые вечно спят, получают по 40-50 тысяч сомов. У них один обед составляет 5 тысяч сомов. А мы, пенсионеры, на эти 5 тысяч живем месяц. Помимо этого есть коммунальные услуги. И несмотря на это у нас нет никаких задолженностей. Платим вовремя, никто не думает о нас. Ранее сообщалось, что соцфонду может не хватить денег для выплаты пенсии в январе будущего года. По словам замглавы соцфонда Гульнуры Джуматаевой, ведомство рассчитывало на поддержку Минфина в этом вопросе. Дефицит бюджета фонда на следующий год составил 1 миллиард 333 миллиона сомов. Раньше лишние деньги мы клали на депозит в коммерческие банки. Мы уже истратили 1,3 миллиарда из этих средств и 800 миллионов из резервного фонда. К 10 числу каждого месяца мы с трудом собираем деньги на пенсии. В декабре пенсии выплатим, а в январе это будет зависеть от выполнения плана налоговой службы. Мы согласовали вопрос с Минфином. Если денег не хватит, он нам поможет. После нашего визита в соцфонд заверили, что все гарантированные социальные выплаты, в том числе пенсии, будут выплачены своевременно и в полном объеме. Задержек по выплате не будет. Финансирование в январе 2021 года также будет осуществляться своевременно и в полном объеме. На сегодня по республике идет выплата пенсии. Финансирование было начато за декабрь месяц текущего года с 10 декабря. К числу 24-25 полностью по республике завершится выплата пенсии в сумме 4 миллиарда 156 миллионов сомов. Полностью средства есть, и на январь месяц также предполагается выплата пенсии без задержек, и никаких опасений не должно быть. Оснований для беспокойства не должно быть, потому что средства предусмотрены в бюджете социального фонда, и они будут выплачены своевременно. Между тем, по словам депутата Джогорку Кенеша Акылбека Джапарова, на сегодня состояние пенсионного фонда оставляет желать лучшего. В этой сфере нужны реформы. Начиная со следующего года деньги пенсионного фонда начнет сокращаться, потому что в Кыргызстане число работающих на одного пенсионера составляет 0,8 человека, в то время как необходимо 3. Это называется солидарный принцип. Это означает, что пенсионный фонд обратно полностью приравнялся к республиканскому бюджету. Для того, чтобы улучшить работу социального фонда и поднять пенсии, следует в обязательном порядке вывести теневую экономику в свет, отмечают специалисты. Если бы эти деньги пошли бы в соцфонд или другие, например, бюджет, доходную часть бюджета, тогда бы появилась возможность соответствующим образом оплачивать пенсии. И другой очень важный момент, мы должны поднимать экономику в целом. Для того, чтобы поднять экономику, необходимо нам, конечно, надо поддерживать и малый, и средний бизнес, но в обязательном порядке постараться организовать крупные предприятия, откуда можно было бы получать и социальный фонд, и бюджет республики, большие налоги в виде отчислений и так далее. Стоит отметить, по данным соцфонда на сегодняшний день в стране насчитывается около 700 тысяч пенсионеров. Согласно законам, женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины в 63 года. Азамат Кинжешев, Халса Кибаев, Нью ТВ.